Вы смотрите новости на телеканале «Якутия-24», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого утра. Теперь не только с QR-кодом в Государственной Думе приняли поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Зайцы не в лесу, а в городе. Пассажиры столичных автобусов несколько суток ездят бесплатно. Наш корреспондент разобрался в этом вопросе. Москвичи увидят якутский фильм. Сегодня в столице России состоится показ фильма якутских режиссеров, а после его обсудят с кинокритиком. Госдума на заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе. Как пояснили в Кабмине, поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код для посещения этих мест, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Айсен Николаев поручил обеспечить бесперебойную работу учреждений здравоохранения в новогодние праздники. Медицинская помощь в новогодние праздники будет осуществляться в полном объеме. Оперштабу поручено организовать круглосуточную работу медучреждений, обеспечить необходимый запас медицинского кислорода, лекарств и коечного фонда. Все утренники в детских садах и школах будут проводиться с перерывами для проведения дезинфекции помещений. Такие дезинфекции будут также проводиться и в учреждениях культуры. Также глава поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в местах массового скопления людей, в том числе в торговых центрах и на оптовых базах. Особое внимание Илдархан поручил обратить на вакцинацию от коронавируса. Напомним, за последнюю неделю в республике уровень заболевания коронавирусом снизился в среднем почти на 12%. Работы по переустройству линий электропередач проводятся в районе села Старая Табага в рамках строительства Ленского моста. Первый зампред правительства Якутии Дмитрий Берников накануне по поручению главы республики Айсена Николаева провел очередное выездное совещание на строительной площадке номер 1 в районе села Старая Табага. Дмитрий Берников рассказал, что в настоящее время в районе Старой Табаги полностью выполнили переустройство 3 линий сетей электроснабжения. Говоря о строительной площадке, он сообщил, что подготовлено песчаное основание из 36 тысяч кубов песка и уложено 276 дорожных плит. Технологическая площадка полностью обеспечена электроснабжением. При наращивании темпов строительства данную площадку увеличат почти в 3 раза. Авиакомпания «Якутия» и полярные авиалинии начали совместную эксплуатацию воздушного судна «Бомбардье Ку-300». 2 самолета данного типа в этом году приобрела компания «Полярные авиалинии». Между тем, до весны эксплуатировать, делиться опытом и обучать коллег будет авиакомпания «Якутия». Для Якутии эти самолеты не в новинку и уже давно показали хорошую работоспособность в условиях Крайнего Севера. Ульяна Шагина осмотрела самолет. С этого года авиакомпании «Полярные авиалинии» и «Якутия» начали совместную эксплуатацию самолета «Бомбардьер Dash Q300». Сейчас идет предполетная подготовка самолета. За 3 часа до вылета авиатехники и работники аэропорта начинают подготавливать самолет непосредственно к вылету. И уже совсем скоро этот самолет «Бомбардье» полетит в Тиксе. Температура наружного воздуха за бортом почти минус 40 по Цельсию. В такие холода авиатехникам приходится быть на взлетной полосе за 3 часа до вылета и тщательно подготовить самолет. Мы встречаем самолеты, мы провожаем самолеты на вылеты, получается, заправляем его, обеспечиваем, получается, его заглушки, чтобы ничего не попало в самолет, снимаем аккумуляторы, заправляем, качаем колеса, качаем разные механизмы, например, стик-пушер для пилотов. За 3 часа подогреваем уже самолет до вылета. Ставим аккумуляторы, которые мы сдаем в аккумуляторную, потому что им холодно. И
их надо сдавать. В будущем бомбардье Q-300 должны полностью заменить старые самолеты Ан-24 и Ан-26. Эксплуатируются они в Якутии с 2014 года и уже, как говорят сами работники, показали себя прекрасно в условиях Крайнего Севера. Это уже абсолютно другая техника, современная. Она предоставляет комфорт как пассажирам, так и экипажу воздушного судна. Она оборудована современными устройствами навигации. Ну, в основном комфорт для пассажиров. Это очень тихий самолет, оборудован ВСУ, то есть в условиях Крайнего Севера. В салоне по сравнению со старыми Ан намного просторнее, признается бортпроводник Анна. Для работников, которым часто приходится перемещаться внутри самолета, это приятный бонус. Тем более Анне есть чем сравнить. Она много лет пролетала на Ан-24. Людям, конечно же, нравится комфорт. Люди очень хвалят данный тип воздушного судна тем, что на дальних перелетах у нас предоставляется питание. И, конечно же, неудобно кушать на коленках. И им предоставлены столики, где они могут разложить все питание и свободно себя чувствовать. Авиакомпания «Якутия», которая имеет 7-летний опыт эксплуатации «Бомбардье», будет работать на нем в ближайший год. Главная их задача – обучить и поделиться практическими знаниями работы на судах этого типа со своими коллегами из полярных авиалиний, которые в будущем полностью возьмут на себя внутрирегиональные авиаперевозки, когда как более крупная «Якутия» будет летать только за пределы региона. Ульяна Шагина, Джулус Накентьев, Якутск. Зайцы по неволе. Пассажиры столичных автобусов несколько суток ездят бесплатно. Все из-за массовых сбоев валидаторов. Пользоваться социальными и школьными проездными, а также оплатить проезд банковской картой не предоставляется возможным. Сотни автобусов простаивают, водители теряют выручку. Кто виноват и как решить проблему, разбирался Евгений Тайтонов. Жалоба 529, не работает валидатор. Вот. Просит оплату мобильным банком. А как нам еще работать, скажите, пожалуйста? Школьный, социальный, пожалуйста, выходите, не оплачивайте. А все, будьте добры, платите деньги. Водителям автобусов запрещено брать плату за проезд через мобильный банк. Ну что делать, если во время смены терминалы оплаты выходят из строя? Не все держатели проездных и мобильных карт готовы платить наличными. Водители теряют выручку. По их словам, 90% пассажиров расплачиваются картами. Остальное приходится на наличный расчет. 50 тысяч, это валидатор. За все вот эти мы отдали деньги. Где-то 120 тысяч, да, обошлось? Да, вместе видеокамера. Да, камеры и табло. И все это вы покупаете сами? Конечно, мы, да, покупаем. Да. Мы же согласны, чтобы за ремонт платить. Чтобы валидаторы работали, чтобы, как говорится, работать нормально. А получается, даже ремонта нету у нас. Нету, это уже вот людей по 4 месяца у меня вот буквально 4 дня назад. Вот такая проблема. Вчера вот у нас еще двоих Гриша, у нас есть, тоже сломались. Перевозчики отмечают, что такая проблема наблюдается у трети всех маршрутных автобусов города. Более 200 терминалов сейчас находятся на ремонте. А в таких случаях техника без соответствующего оборудования не допускается к работе. Если валидатор не работает, вот у меня там сейчас 3 месяца лежит, машина тоже не работает. Не положено, если валидатор работает, мы работать не положено там. Вот, ну, семья как кормить будем? А диспетчеры говорят, пока запчасти нет. На нашем маршруте 34 автобуса. Где-то валидатор порядка с нашего маршрута, где-то 15 валидаторов точно уже стоят без движения. Как пояснили в Центральной диспетчерской службе, которая занимается ремонтом приборов, такая проблема действительно имеет место быть. Оборудование требует планового ремонта и из-за этого блокируется. Но таких валидаторов на данный момент не 200, как говорят перевозчики, а ровно половина. У нас сложилась такая ситуация, что вот эти вот ридеры, да, считыватели всех карт, они, требуют планового ремонта. Они блокируются, это в состоянии того, что у них батареи сажаются. Данный вид работы по регламенту мы не можем осуществлять. Эти работы осуществлял производитель. Но так как по времени это занимает примерно 2-3 месяца, то есть пересылка, доставка, там перепрошивка. То есть мы сейчас совместно с Алмаз-Эргиенбанком эту работу отладили. Якутский банк на днях получил лицензию на ремонтные работы. Отныне они совместно с диспетчерской службой будут ремонтировать валидаторы уже в Якутске, что существенно сократит сроки по техническому обслуживанию аппаратов до 2-3 дней. Евгений Тайтонов, Иван Семенов, Якутск.
Главой республики Айсеном Николаевым подписан указ о развитии Нерюнгринского района на период до 2026 года. Район к 2026 году должен стать лидером на Дальнем Востоке по уровню комфортной среды проживания человека. Указ определил стратегические цели развития Нерюнгринского района до указанного срока. В 2025 году в Нерюнгринском районе пройдут первые спортивные игры шахтеров России. Будут построены сквер Славы, парк Амикан, стадион Богатырь, летний оздоровительный лагерь «Мужество» в городе Нерюнгри, этностойбище и пожарное депо в селе Иенгра, школа «Водоснабор» в поселке Чульман, станция биологической очистки в поселке Золотинка и другие объекты. Нерюнгринский район к 2026 году должен стать лидером на Дальнем Востоке по уровню комфортной среды проживания человека. В Якутске состоялся демо-день участников 6-го потока акселератора Б8 и старта акселератора Bootcamp Якутия. Команды представили потенциальным инвесторам свои проекты, над которыми работали в течение 3 месяцев под руководством менторов и экспертов акселератора. Так были представлены сервис обмена и анализа медицинских изображений, приложение для детей дошкольного возраста с дополненной реальностью, портал для ветеринаров и владельцев животных и других проекты. Лучшие разработки получат финансовую поддержку. Отметим, что мероприятие приурочено к десятилетию венчурной компании «Якутия» и технопарка «Якутия». Мы разработали приложение для пользователей и для клиник, которое помогает искать необходимую ветеринарную клинику и выбирать услуги, записываться, оплачивать и общаться с докторами онлайн. Все стараются расширяться путем выпуска мобильных приложений и выхода, создания мобильных сайтов. И мы предоставляем уже готовый функционал для них, то есть им не нужно самим ничего разрабатывать, им достаточно присоединиться к нам, и полный набор функционала, который они бы сами и так у себя бы реализовали, уже есть у нас. Сборная команда Якутии выступила во 2-м фестивале игры ГТО, который прошел в Белгороде. Участие во всероссийских соревнованиях приняли более 200 спортсменов из 37 субъектов страны. Республику представили 6 человек с наилучшими показателями в своих возрастных группах. Якутяне успешно преодолели отборочный этап и вышли в финальную часть фестиваля, куда отобрали 16 сильнейших команд. В решающем раунде сборная Якутии заняла 14 место. Сделали выводы, анализы, и вот на следующий фестиваль у нас появилось много идей и планов, чтобы у себя здесь в республике сделать такой тоже качественный отбор. У нас тоже имеются свои атлеты, да, хорошие спортсмены. И, вот в следующих играх, которые будут в 2022 году, нужно будет уже готовиться более качественно. Показ фильма якутских режиссеров Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова «Ит» пройдет в Москве сегодня, 17 декабря. Мероприятие организуют в кинотеатре «5 звезд» на Новокузнецкой. После просмотра состоится обсуждение фильма с кинокритиком Иваном Афанасьевым. Картину сняли за 2 недели в Амгинском районе. В ней сыграли 70 актеров. В фильме собрали 7 деревенских историй о добрых и злых соседях. Лента «Ит» получила спецприз жюри и приз на Варшавском международном кинофестивале 2021. К этому часу у меня вся информация, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.